Здравствуйте, дорогие ребята! Мы с вами продолжаем занятия по геометрии 11 класса, и тема нашего сегодняшнего урока – объем шара. Основные цели и задачи нашего сегодняшнего занятия – это рассмотреть метод Архимеда для вычисления объема шара, узнать, какие существуют и как называются части шара, вывести формулы для нахождения объема шара, шарового сегмента и шарового сектора. Также мы будем учиться решать задачи, применяя формулу для вычисления объема шара и его частей. Давайте вспомним ученых, которые одними из первых пытались вычислить объем шара. Одним из таких ученых был Архимед. Он жил около 287-212 году до нашей эры. Он был величайшим ученым древнего мира, и его имя часто овеяно легендами. Но более всего Архимед гордился найденной им формулой объема шара. И в память об этом потомки его изобразили шар и цилиндр на его могильном камне. Давайте рассмотрим, как же вычислял объем шара Архимед. Он избрал такой метод. Он взял цилиндр и конус. Формула объема цилиндра и объема конуса Архимед уже знал. То есть объем цилиндра, как мы знаем, равно πr квадрат умноженный на h, а объем конуса равно 1/3 πr квадрат на h. Далее он поставил на одну чашу весов цилиндр. Слева у нас, как изображено на графике, у нас цилиндр высотой r, и радиус у всех слоев данного цилиндра равно r. А справа у нас изображены конус и полушар. У конуса и полушара высота у всех равна радиусу, и у цилиндра тоже. Притом он разрезал их на мелкие слои, чтобы получались маленькие кольца. Все кольца имели высоту h. Эта высота он брал наименьшую. Притом справа у нас конус образован, радиус которого начинает уменьшаться от r до 0, где h у нас уменьшается в арифметической прогрессии. Тогда возникает вопрос, как у нас будет меняться радиус колец для полушара. Если предположить, что справа у нас находится полушар, то объем полушара будет равен разности объемов цилиндра и конуса. То есть половина объема шара у нас будет равно πr в кубе минус 1/3 πr в кубе. Что у нас будет равно? 2/3 πr в кубе. Здесь нужно помнить, что πr в кубе – это объем нашего цилиндра, а 1/3 πr в кубе – это объем нашего конуса. Тогда объем половины нашего шара будет равно 2/3 πr в кубе. Раз уж половина объема шара равна 2/3 πr в кубе, то полный объем будет. Это необходимо обе части умножить на 2, тогда мы получим объем полного шара, что будет равно 4/3 πr в кубе. Как мы видим, Архимед уже приближался к идеям интегрального исчисления, которым мы в дальнейшем с вами будем заниматься по алгебре. Таким способом Архимед открыл для себя одно из тоже величайших открытий. Он вычислил объем шара, и этим открытием он очень сильно гордился. Давайте посмотрим формулу объема шара. Объем шара вычисляется, как мы уже поняли, по формуле 4/3 πr в кубе, где у нас r – это радиус нашей сферы, или шара, можно сказать, а π – это у нас постоянная величина, приближенно равная 3,14. Давайте докажем математическим способом, чему равно объем шара, радиуса r. Что нам дано? r у нас радиус шара. Необходимо доказать, что объем равен 4/3 πr в кубе. Доказательство мы будем использовать с помощью интегрального исчисления. Необходимо вычислить интеграл от a до b s от x dx. Проведем какую-нибудь ось OX через центр шара и проведем сечение через точку P, принадлежащей оси OX и перпендикулярной к оси OX. Что мы получим? ОП у нас будет равно нашей высоте x, а PQ у нас будет равно радиусу нашего сечения. OQ – это у нас радиус, она известна, r большое. Тогда r малое можно вычислить как один из катетов прямоугольного треугольника, так как O, Q и P у нас прямоугольный треугольник. R у нас будет равен PQ, а это равно будет корню квадратному от OQ в квадрате минус OP в квадрате. То есть r большое в квадрате минус
x в квадрате. Площадь сечения определяется по формуле πr в квадрате. Тогда площадь нашего сечения в точке P мы получим, что это будет равно π умноженное на r квадрат минус x в квадрате. Теперь необходимо подставить данную функцию в нашу формулу первоначальную. Тогда мы получим, что объем будет равен. Так как x у нас меняется от минус r до плюс r по оси x, то у нас пределы будет интегрирование от минус r до плюс r. π умноженное на π в скобках r квадрат минус x квадрат dx. А это у нас будет равно, если интегрируем, каждое слагаемое можно отдельно вычислять, мы получаем, что πr в квадрате интеграл от минус r до r dx минус π интеграл от минус r до r x в квадрате dx. Минус π мы вынесли там за знак скобки. Первый интеграл, он простой, он будет πr в квадрате x в пределах от минус r до r и минус второй интеграл, это x квадрат, а интеграл от x квадрат это будет x куб деленное на 3. То есть мы получим πx в кубе деленное на 3 в пределах от минус r до r. Вычислив данный интеграл, мы получим 4 третьих πr в кубе. Так как первый интеграл нам дает 2πr в кубе, второй даст 2πr в кубе деленное на 3. Разность их даст 4 третьих πr в кубе. Что и требовалось нам с вами доказать. Давайте рассмотрим некоторые части нашего шара. Определение. Шаровой сегмент – это часть шара, отсекаемая от него какой-нибудь плоскостью, как изображено у нас на графике. Тогда h1 – это высота нашего шарового сегмента, h2 – это тоже будет высотой шарового сегмента какой-то, но большей части. Как вычисляется объем шарового сегмента? Для вычисления объема шарового сегмента достаточно π умножить на h в квадрате, это высота нашего шарового сегмента, умноженное на r минус 1/3 h. Объем шарового сегмента, где у нас r радиус шара, а h высота сегмента, можно вычислить таким образом. S от x равно будет, как мы уже до этого вычисляли, π умноженное на r квадрат минус x квадрат. S в данном случае площадь сечения нашего шарового сегмента. Пределы интегрирования в данном случае у нас будет от r минус h до r. Давайте вычислим объем шарового сегмента. Подставляем нашу первоначальную формулу интеграла, то есть мы получаем π интеграл от r минус h до r. В скобках у нас будет r квадрат минус x квадрат dx. Вычислим данный интеграл, мы получим π. Интеграл от r в квадрате будет r квадрат x минус интеграл от x в квадрате будет x куб деленное на 3 в пределах от r минус h до r. А это у нас равно будет π h в квадрате умноженное на r минус 1/3 h. То есть мы получаем тогда нашу полную формулу. Объем шарового сегмента будет вычисляться по формуле π h квадрат умноженное на r минус 1/3 h. Рассмотрим теперь, что такое шаровой слой. Это часть шара, заключенная между двумя параллельными сечениями нашего шара. В графике у нас АБ – это у нас высота шарового сегмента. Объем такого шарового слоя можно вычислить как объем шарового сегмента 1 минус объем шарового сегмента 2. Давайте мы рассмотрим теперь такую часть сферы, как шаровой сектор. Шаровой сектор – это тело, полученное вращением вокруг сектора с углом меньшим 90 градусов, вокруг прямой, содержащей один из ограничивающих секторов радиусов. Объем такого шарового сектора вычисляется по формуле 2/3 πr квадрат умноженное на h. Давайте теперь рассмотрим несколько задач. Задача. Необходимо найти объем шара, площадь сферы которого равна 64 π сантиметр квадратных. Давайте вспомним, как вычисляется площадь нашей сферы, покрывающей наш шар. Объем сферы вычисляется по формуле 4πr в квадрате, где у нас r – это радиус шара. Тогда радиус можно вычислить как корень квадратный s, деленный на 4π. Эту формулу мы получили из первой формулы. Тогда, так как нам известен s, мы можем подставить соответствующее значение и найти радиус. Тогда r будет равен корню квадратному из 64π, деленное на 4π. π на π можно сократить, 64 деленное на 4 даст 16, а корень квадратный от 16 будет 4 сантиметра. Мы нашли радиус. Теперь найдем объем. Объем у нас, как мы помним, вычисляется по формуле 4/3 π умноженное на r в кубе.
А это у нас будет равно 4 умноженное, так как у нас радиус равен 4, 4 в кубе умноженное на π делен на 3. То есть мы получим 4 в кубе умноженное на 4 даст 256 π. И это деленное на 3. Ответ у нас будет 256 π, деленное на 3 сантиметра кубических. Давайте рассмотрим следующую задачу. Радиус шарового сегмента у нас равен 8 сантиметрам. Высота 4 сантиметра. Необходимо найти объем шарового сегмента. Давайте рассмотрим решение. Сначала, для того, чтобы решить данную задачу, посмотрим давайте на график. Здесь у нас АС это у нас будет высота нашего шарового сегмента. ОС это расстояние от центра до центра сечения шарового сегмента. Что нам известно? Что объем вычисляется по формуле πh квадрат умноженное на r минус 1/3 h. Чему у нас равно ОА? ОА и ОБ это у нас радиусы нашего шара. Тогда ОС можно вычислить как r минус АС, высота шарового сегмента. То есть она будет равна r минус 4. Давайте теперь рассмотрим такой прямоугольный треугольник, который у нас здесь получается. Это треугольник BCO. Так как мы знаем, что сечение шара в данном случае будет перпендикулярно прямой ОС, то есть прямоугольник у нас BCO у нас будет прямоугольный. Притом нам известно, что ОБ это у нас радиус шара. Давайте продолжим. Нам известно, что ОБ радиус шара, а ОС у нас вычисляется как r минус АС. Вычислим, чему равно ОБ. ОБ в квадрате у нас будет равен BC в квадрате плюс CO в квадрате. Так как ОБ у нас гипотенуза прямоугольного треугольника, а CO и BC это наши катеты. Давайте подставим все нам известные значения. ОБ мы знаем, что это радиус шара, а BC нам известно, но равно 8, и ОС это равно будет r минус h, а h у нас равно 4 по условию нашей задачи. Тогда мы получили следующее уравнение. Давайте решим его. r квадрат тогда будет у нас равен 8 и 8 будет 64. r минус 4 в квадрате, если мы раскрываем скобки, мы получаем r квадрат минус 8r плюс 16. Тогда у нас r квадрат на r квадрат можно сократить. 8r перенесем в правую сторону, мы получаем 8r равное 80. То есть отсюда мы можем вычислить радиус. Радиус у нас равно будет 10 сантиметров. Тогда объем шарового сегмента можно вычислить по формуле π умноженное вместо h подставляем известное по условию задачи 4 в квадрате, умноженное на r минус h деленное на 3, то есть в нашем случае будет 10 минус 4 деленное на 3. А это у нас будет равно 16 умноженное, 4 с 4 это у нас 16, 10 минус 4 третьих, если привести к общему знаменателю, мы получим 26 третьих и умноженное на π. А это будет равно 416 π деленное на 3 сантиметров кубических. И это наш с вами ответ. То есть объем данного шарового сегмента будет равен 416 π деленное на 3 сантиметров кубических. Давайте рассмотрим следующую задачу. Радиус шарового сектора равен r 60 сантиметров. Радиус шара равен 75 сантиметров. Необходимо найти объем шарового сектора, где у нас радиус сечения в данном случае равен 60 сантиметрам, а радиус шара 75 сантиметров. Объем шарового сечения обычно вычисляется по формуле как 2/3 π r квадрат умноженное на h. Что нам известно? АО у нас равно ОБ, оно равно радиусу. H в данном случае у нас равно CB, и оно должно быть равно R минус CO. Рассмотрим теперь прямоугольный треугольник АОC. Из данного прямоугольного треугольника АОЦ мы можем найти, чему равно CO. CO у нас будет равно корню квадратному АО в квадрате минус АС в квадрате. Так как CO у нас катет, АО это у нас гипотенуза, а АС другой катет. Подставим известные нами значения. АО у нас будет равен 75, это по условию задачи, а АС у нас равен также 60, тоже известное по условию задачи. 75 в квадрате минус 60 в квадрате это будет 2025. 2025 под корнем будет равно 45 сантиметров. Теперь найдем высоту тогда. Высота h у нас будет равен
r минус CO. А это у нас равно 75 минус 45. То есть равно оно 35 сантиметров. Теперь, вычислив все известные параметры, мы можем вычислить объем нашего шарового сектора. Объем шарового сектора вычисляется по формуле 2/3 πr квадрат умноженное на h. То есть в нашем случае объем шарового сектора будет равен 2 умноженное на 75 в квадрате умноженное на 3 и деленное на 3π. А это у нас будет равен 112 500 π сантиметров кубических. Ответ 112 500 π сантиметров кубических. Рассмотрим следующую задачу. Данный арбуз в форме шара. Он состоит из мякоти и корки. Толщина корки в 4 раза меньше радиуса мякоти. Какую часть от объема всего арбуза составляет объем мякоти? Давайте рассмотрим схематически наш арбуз, как изображено на графике. RA на графике – это радиус нашего большого арбуза. RK – это толщина нашей корки, а RM – это радиус внутренней части арбуза, то есть нашей мякоти. По условию задачи у нас радиус мякоти 4 раза будет толще, чем радиус корки, то есть RM будет равен 4RK. Это у нас по условию задачи. Тогда пусть радиус корки будет равен какому-то x. Тогда радиус мякоти будет равен 4x. А чему равен будет радиус всего арбуза? Так как для этого нам необходимо радиус мякоти прибавить к толщине нашей корки. Так как толщина корки мы взяли как x, а радиус мякоти 4x, сумма их даст 5x. Продолжим наше решение. Объем мякоти можно вычислить как 4/3 π умноженное на r в кубе. Но радиус у нас 4x, поэтому возьмем 4x в кубе. То есть мы получаем 4 умноженное на 4 в кубе даст нам 4 в четвертой степени умноженное на x в кубе, деленное на 3π. Теперь вычислим объем самого арбуза вообще. Объем арбуза у нас будет равен 4/3 π r в кубе. Радиус общего объема у нас мы обозначили как 5х, это будет 5х в кубе. Тогда мы получаем 4 умноженное на 5 в кубе, умноженное на х в кубе, деленное на 3π. Что нам необходимо теперь сделать? Нам необходимо разделить объем мякоти к объему арбуза, чтобы понять, какую часть составляет объем мякоти от общего объема арбуза. То есть мы делим 4 в четвертой степени умноженное на х в кубе, деленное на 3π. И это все делится на 4 умноженное на 5 в кубе, умноженное на х в кубе, деленное на 3 и умноженное на π. А это у нас будет равен 3 на 3 можно сократить, х куб на х куб можно сократить, 4 в четвертой степени деленное на 4 можно сократить, мы получаем 4 в кубе. Остается 4 в кубе, деленное на 5 в кубе. 4 в кубе у нас равен 64, 5 в кубе 125. 64 деленное на 125 это приближенно можно оценить как 1/2. То есть, оказывается, объем мякоти составляет лишь половину от общего объема арбуза. Давайте рассмотрим следующую задачу. Нам требуется переплавить в один шар 2 чугунных шара с диаметрами 25 см и 35 см. Необходимо найти диаметр нового шара. Для решения необходимо найти объем нового шара. Она легко вычисляется. Для этого достаточно суммировать объем 2 маленьких шаров, из которых мы переплавляем один большой. То есть в данном случае V0 – это у нас объем нового шара, будет равен объему первого шара плюс объем второго шара. Тогда мы знаем, что объем шара можно вычислить как π диаметр в кубе, деленное на 6. В данном случае, если подставить соответствующие значения, то мы получим p d0 в кубе, деленное на 6. Это будет равен p d1 в кубе, деленное на 6, плюс π диаметр второго в кубе, деленное на 6. Упростив, мы получим, сократив все, везде поделим на π обе части данного равенства, также умножив на 6, мы получим следующее. Диаметр нового шара можно вычислить как корень кубический от диаметра первого шара в кубе плюс диаметр второго шара в кубе. А это будет равно корню кубическому. Мы знаем, диаметр первого шара по условию задачи 25, а второго шара 35 сантиметров. Соответственно, 25 в кубе плюс 35 в кубе.
Это можно арифметически вычислив, получим, что приближенно оно будет равен 39 сантиметров. И ответ у нас будет 39 сантиметров. Давайте подведем итоги нашего сегодняшнего урока. Мы с вами рассмотрели метод Архимеда для вычисления объема шара, узнали, какие существуют и как называются части шара, вывели формулу для нахождения объема шара, шарового сегмента и шарового сектора. Также мы с вами учились решать задачи, применяя формулы для вычисления объема шара и его частей. На этом наше занятие подходит к концу. Спасибо вам за внимание и до новых встреч!